Символичный ключ от нового храма знаний вручают директору школы. Она официально открыта. Торжество просто не мог пропустить глава региона. Как всегда, очень тщательно осмотрел объект. Акцент Махмуд Али Калиматов прежде всего делает на качество выполненной работы и безопасность детей. Рабочая? Открытие школы должно было состояться еще раньше, но накаленная эпид-обстановка не позволила этого. Махмуд Али Калиматов осмотрел и компьютерный класс. Глава Ингушетии поинтересовался документацией на прием-передачу компьютерной техники. Есть все, есть. Просторными светлыми кабинетами, оснащенными необходимым оборудованием, руководитель субъекта остался доволен. А уже после глава в актовом зале пообщался с родителями школьников и поздравил их вместе с педагогами с этим важным событием. Я хотел бы обратиться ко всем учителям, ко всем преподавателям, чтобы вы несли знания. Знания несли реальные. У нас должно быть качественное, а для этого условия создаются. Самое лучшее образование, чтобы давать. Если нужно, значит, министерство мы обговаривали, чтобы переподготовка преподавателей была, чтобы усовершенствовали и творчески подходили они к уроку каждому. У меня есть вопросы в этой части, качества, уровня знаний наших детей. Но это мы должны переломить. У нас хорошо, но мы можем же на 5 отлично это сделать. Можем мы это сделать. Через 20-30 лет они будут стоять на этой трибуне, они будут на ваших местах. Понимаете? Сегодня мы большое внимание обращаем к школам. У нас какие-то сложности есть, мы их не перекладываем ни на министерство, ни на школы. Мы стараемся каждой школе подойти, особенно вот тем школам, которые вот новые, внимательно в части того, что обеспечением необходимых там мебели, предметов, учебников, чтобы дети развивались не только знания получили, но и творческие какие-то кружки или что-то еще. У нас сегодня есть возможность для этого. Я, честно говоря, вот сейчас подошел в школе, такое здание красивое, такое вот коридоры какие красивые. Я надеюсь, здесь будет звонкий смех на переменах, и абсолютная тишина будет во время уроков. Я хочу, чтобы дети радовались на перемене и были приверженными в классе, а к вам хочу, к всем педагогам обратиться. Дал мяшему гуш, дал не стол ушел. Прежде всего, это праздник для самих учеников, но пока разделить его со всеми они не могут. А вот родители и учителя, как и положено в масках, дистанция соблюдается. Новая школа была просто необходима для села. Еще год назад на этом месте возвышалось старое здание школы, построенное в 60-х годах. Сейчас же здесь возвели общеобразовательное учреждение с самыми современными условиями. Объект построили в рамках федеральной программы повышения устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах за короткие сроки. Объект рассчитан для учащихся только начальных классов. Пока строилась альма-матер, детей пришлось перевести в другую сельскую школу. А сейчас Хавал Богачиева вместе с остальными родителями может вздохнуть спокойно. Условиями, созданными для школьников, она довольна. Все условия для детей. Огромная школа. Мы очень довольны, потому что мы очень долго ждали эту школу. Дети до безумия очень рады. Коллектив, состав школьный замечательный. Надеюсь, что в таком же духе все и продолжится. Дети смогут заниматься в больших светлых кабинетах, а благодаря красочному дизайну учебный процесс будет доставлять только удовольствие. Здесь позаботились и о здоровье ребят. На первом этаже просторный спортзал с 2 отдельными раздевалками, медпункт, процедурная, столовая, а вот на втором разместились учебные кабинеты. Есть вот доски, кроме обычной доски, у нас есть активная доска, по которой можно заниматься. Есть компьютер, проектор. Ну, все возможности для наших учащихся у нас на сегодняшний день есть в нашей школе. Культурное просвещение, можно сказать, ждет ребят на 3-м этаже. Здесь разместились большой актовый зал, библиотека и читальный зал, которых, кстати, в старой школе не было.
Трехэтажное здание рассчитано на 200 мест. В новой начальной школе во дворе предусмотрена спортплощадка. У ребят есть также свой автобус. Дошкольников первыми оценить условия комфорта удалось и членам избирательной комиссии. В холле открыт УИК номер 718. Глава Ингушетии не оставил без внимания и этот участок. Махмуд Али Калиматов проверил, как проходит процесс голосования, насколько строго соблюдаются меры защиты и какие условия созданы для избирателей. Также глава региона отметил о необходимости менять экипировку членам избирательной комиссии каждый день, не забывая о безопасности. Впрочем, новоселье у школьников, можно сказать, еще впереди. 1 сентября оценить созданные для них условия смогут уже сами учащиеся. Словом, в Ингушетии это далеко не последнее общеобразовательное учреждение, которое распахнет свои двери в этом году. Ребятам остается только одно – учиться. Зелимхан Калуев, Магомед Шаухалов, Новости 24.